Узлы различного вида многие народы использовали уже в глубине веков. Техника узелкового плетения возникла с появлением первых веревок. Ну а как отдельный вид декоративно-прикладного искусства, макраме стало популярно лишь в XIX веке. Сегодня мы решили посетить творческую студию Юлианы Ким, чтобы подробнее узнать, как же все-таки можно вот своими руками создавать такую красоту. Знакомьтесь, Юлиана Ким. Юлиана, привет. Добрый день. Ну, значит, мы не первый раз в вашей студии. И, конечно, здесь у вас часто проходят мастер-классы по различным направлениям, да, но сегодня мы хотели поговорить о макраме. Что за искусство, во-первых, что для него нужно? И для начала давай поговорим все-таки вот о тех веревочках волшебных. Угу. Ну, сегодня мы будем делать кашпо подвесное. Оно плетется из ниток разного вида. Бывает крученая веревка, бывает шпагат и бывает шнур. Давай покажем, да, как это выглядит. Вот это у нас что? Да, вот сегодня мы будем плести из шпагата. Значит, он бывает разной толщины, начиная от 3 мм и заканчивая 5. Вот. Для примера хочу вам показать, какие бывают виды веревок. Вот это, например, крученая веревка. Из нее хорошо как раз такие изделия плести. И у нее плюс в том, что она не распускается по ходу плетения, но зато внизу можно вот сделать бахрому. То есть распустить ее, расчесать специальной щеточкой, и получится красивая бахрома. Да. Вот как здесь мы видим, да, такая? Вот, например, из шнура этого, да, не сделаешь. Есть шнур синтетический, есть хлопковый. Вот первый это потоньше, это хлопковый шнур, и синтетический, он более такой жесткий. Из него хорошо плести вот качели, разные там гамаки и так далее. То есть такие крупные уже изделия? Да, крупные изделия. Из хлопкового шнура хорошо плетут шторы. Вот это тоненький, да? Который? Да. И вот то, из чего мы сегодня будем плести, это шпагат. Вот он такой пушистый, и из него тоже получается хорошая бахрома. Ну и, соответственно, крученая веревка бывает не окрашенная, бывает окрашенная. Бывает 3 мм, бывает 5 мм. Вот. Также еще шнур бывает с сердечником и бывает без сердечника. Без сердечника это означает, что внутри нет наполнения. Но у меня здесь среди образцов нет с сердечником, но я могу вам рассказать и потом показать, что делают из шнура с сердечником. Из него шьют салфетки сервировочные и корзины. То есть такой тоже плотный материал должен быть, да? Еще жестче. Еще жестче, да? Потому Хорошо. что внутри у него если говорить все-таки для начинающих, если, допустим, вот первый раз работу делать, проще всего с какой веревочкой работать? Да, это шнур хлопковый и крученая веревка. То есть затруднений не возникнет, если взять такой материал? Да. А насчет диаметра это уже как в зависимости от того, какое изделие, да, хочешь сделать? Да. Ну, чем объемнее у вас веревка, тем объемнее, соответственно, будет работа. Ну, я думаю, самое главное здесь техника, правильно? То есть, вот глядя на эту работу, ну, человек, который вообще ни разу не пробовал, ну, как можно вот это все скрутить, сплести и правильно завязать? Сразу немножечко такой шок испытываешь, да? На самом деле это несложно. Вот такое кашпо за сколько можно сплести по времени? Ну, такое кашпо можно, минут за 40 сплести, я думаю. Потому что здесь мы используем всего 2 узла. Это квадратный узел и полуузел. Ну, я думаю, не будем томить ни себя, ни наших телезрителей, а уже приступим к работе, да? То есть вот они, названия пошли уже интересные, которые, ну, по мне так вообще сложно запомнить. Давай рассказывать, как выглядят эти узлы и самое главное, как их выполнить. Хорошо. Ну, для начала я расскажу, какие нам потребуются материалы. Ну, это вот шпагат, такая щеточка, ножницы, значит, строительный скотч и сантиметровка, а также вот деревянное колечко. Деревянное колечко можно использовать большого диаметра, можно поменьше. Сегодня у нас будет маленький. Хорошо. Это ни на что не влияет абсолютно. Можно использовать как большие, так и маленькие. Так, приступим. Давай. Для начала нам надо нарезать отрезки и потом уже начать плести. Нам нужно 8 штук по 3 метра.
Вот я специально взяла темную веревку, чтобы зрителям было видно хорошо плетение. И вот, допустим, сейчас у нас 1,5, и Вот. подай, пожалуйста, обратно. И здесь мы отрезаем. Нам нужно 8 таких отрезков. То есть в итоге вот она, веревочка 3 метра Да. вышла. Хорошо. И нам нужно 8 таких, да? Да. А вообще, вот если говорить в целом, макраме подходит больше для людей, конечно, усидчивых, да? Но я же знаю, что к вам ходит очень много детей. Вот как заинтересовать ребенка, чтобы он сидел час и вот занимался вот этим узлоплетением? Ну, наверное, у многих интерес пропадает уже на первых минутах или наоборот. Самое главное – это желание ребенка. Приходят совсем малышки и говорят, да, хочу научиться макраме. То есть, если у них есть желание, у них есть мотивация, и их уже ничто, как говорится, не остановит. Никакие трудности им не страшны. Вот. Ну и насчет усидчивости, да, ты права. Но ты знаешь, не так страшен черт, как его малюют, как говорится, да. Самое главное это начать, и самое главное знать основные 3 узла макраме. Если ты знаешь, как плести эти 3 узла, ты можешь абсолютно любое панно выполнить, абсолютно с любым рисунком, потому что они повторяются, эти узлы. То есть 3 основных узла. Всего лишь 3 основных узла. И можно и панно, и салфетки. И панно, и салфетки, и ловец снов, и древо жизни, и луну. Открывается такой мир макраме, да? Да. Всего изучив надо. Абсолютно верно. Как раз вот во время пандемии я прошла обучение онлайн. Просто вот действительно я вот не знала, чем заняться, да. И я подумала, ну, попробую я сплести панно. Потому что макраме в последнее время, да, опять набрала популярность. Очень стильно, модно сейчас, да? Да. В декоре. Вот, и поэтому меня это заинтересовало. А раньше я считала это отголоском прошлого, честно говоря. Да, Советский Союз. И очень долго я к этому как бы не прикасалась. Но как только я освоила эту технику, как говорится, тут Остапа понесло. Я сделала очень много работ. Ну, естественно, многое я подарила, многое я сделала на заказ. И чем дальше ты эту технику познаешь, тем тебе интереснее. Да. Вот такой вот секрет. Уже же можно даже не предметы декора делать, да, а даже мебель. Вот про те же качели, да, сейчас практически, наверное, у многих жителей нашей республики вот есть желание, чтобы вот это кресло висело у тебя. А если ты еще сделаешь его собственными руками, так это вообще просто, можно сказать, можно потом передавать из поколения в поколение. Да, вот ты права. У моей мамы было желание, чтобы на даче у нее висело это кресло. Я сказала, я подарю тебе на день рождения. Но, к сожалению, на день рождения я не успела его сплести, потому что я не рассчитала свои силы. Там действительно нужно очень много нарезков, во-первых, отрезать, да, заранее. Там не по 3 метра, а по несколько метров, там 20 метров. Ну и сколько времени у тебя ушло на... Честно говоря, я вот где-то, наверное, полгода я собиралась. И потом, вот когда наступает Новый год, ты подводишь итоги, да? Что ты сделала, а что ты не успела сделать. И как раз-таки вот эта вот идея сделать маме кресло-гамак, она у меня висела очень продолжительное время, и я все-таки решилась и начала. Начала и плела его в течение 3 недель. Каждый вечер, да, ну практически месяц, да. Но там помимо веревки, там нужно заказать металлические кольца, там нужно подушки сшить, вот. И обязательно там плетение из-за того, что шнур жесткий, плетение в перчатках. То есть до мозоли можно, да? Да, руки страдают, мозоли появляются, и, ну, как говорится... Справилась? Я справилась, и я очень этим горда, потому что действительно, я поставила себе цель, и я достигла ее, и порадовала маму все-таки. Вот прелести макраме тоже. Вы представляете, ну вот поставила себе цель, долго-долго к ней шла, сделала, а теперь просто садится на это кресло-гамак. Качается все, мама. Все с удовольствием. Дети, все здорово, да. Вот поэтому, в принципе, наверное, макраме это вот такой особенный вид прикладного искусства, который
не просто, допустим, картину нарисовала, Да. повесила и смотришь, Да. а ты же его еще используешь Использовать. в быту, ну и, соответственно, можно убить, так сказать, двух зайцев. Да, И совершенно такое верно. визуальное наслаждение, так еще и на деле хорошо. Ну, итак, мы Давай порезали посчитаем, 8. сколько у нас 8. получилось По мне так отрезков. 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8, да? 8. Сейчас возьми, пожалуйста, серединку. Все отрезки возьми. Угу. Найдем сейчас кончики, и нам нужно их продеть на это колечко. Угу. Как? Давай, я тебе помогу. Запуталась Держи, немножко. пожалуйста. Ага. Нам нужно найти кончики. А с какого возраста уже можно, допустим, привести ребенка на подобный мастер-класс? На подобный мастер-класс. Ну, вообще как бы на макраме. У 7-8? меня вот девочки, да, 8-летние в основном, да. Мгм. Вот. То есть пятилетки не Пятилетки поймут. макраме, ну, они могут такое простое сделать, что-то Мгм. листики там, вот такое, радугу. Мгм. А вот такое плетение им, конечно, будет тяжеловато. Ну, единственный минус это то, что вот сидячая, да, Мгм. работа. Ты сидишь на протяжении долгого времени, должна сидеть, да? Да, то есть Вот. усердие здесь такое нужно. Да. И давай, нам нужно это все закрепить на столе, чтобы она держалась. Мгм. Мы используем вот строительный скотч. Давай вот так вот прямо зафиксируем. Колечко, да, чтобы было? Несколько раз, чтобы она хорошо у нас держалась. Да, мы знаем, что существуют такие определенные стойки, куда ты подвешиваешь, Да. да, и плетешь. Можно в подвешенном состоянии, да, Да. выполнять узелочки. Стойки металлические. Мгм. Да, у меня и дома есть, и в студии есть. Мгм. Но так как нам было сегодня это делать неудобно, мы ее не будем использовать. А так, конечно, рекомендую всем использовать стойку. Стойку, да, то есть Так. в подвесном состоянии легче будет, да? Да. Так, нам нужно еще отрезать 2 отрезка по 60 сантиметров. Я сейчас это сама сделаю. Мгм. Так, держи. 60 Сперва-наперво мы делаем узел капуцин. То есть нам нужно зафиксировать вот эти все 8 веревок. вот здесь наверху, Да. который. Как еще раз называется? Узел капуцин. Вот. Видите, еще один плюс, да, в макраме изучаешь новые слова. Мгм. Так. Так, нам нужно сделать вот такую петельку, Мгм. приложить ее к отрезкам, вот так вот. Мгм. Придерживаем пальчиком у основания и начинаем это все дело обматывать. Ну, примерно раз 8. Мгм. Раз, туго. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, 7 получилось. Мгм. Вот. И ту петельку, которую мы в самом начале Оставляем. делали, продеваем кончик через нее. Продели. Теперь мы тянем за кончик, который мы оставили сверху. Мгм. Вот так. И все спряталось, и Вот, затянулось. оно ушло сюда, в центр. Мгм. Здесь можно прямо вот Смело под корень отрезать. смело отрезать, оно будет держаться. Оно не распустится. Узел капуцин. Узел капуцин. Да. Я Готов. думаю, его используют моряки, наверное. Да, действительно. Вообще узелковое плетение именно используется очень много, да? Да. Морской Ага. тематики, да? Там, конечно, без этого никак. Да. Если я не ошибаюсь, более 100 есть различных узлов, да? Ну, Да. вот я так прочитала Мгм. в средствах массовой информации. А вот в макраме сколько узлов? Ну, ты говоришь, 3 надо знать, ну, так прям точно. А ты сколько знаешь примерно? Ну, я, честно говоря, не считала, Да. наверное, да. Ну, Но 20-30? Ну, ты знаешь, в этом нет необходимости знать Мгм. 20-30 узлов. 3 достаточно, 3 да? достаточно, да. Хорошо. Вот, смотрите, мы сначала разделяем, берем 4 веревки в любом месте. Ну, главное, чтобы они рядом стояли, да. Вот эти 2 нитки, они у нас будут центровые, они у нас неподвижные, мы работаем только боковыми нитками. Мгм. Мы делаем 4, вот такую циферку 4. Мгм. Мгм. И боковой, правой подводим под центровые и вытаскиваем ее в отверстие. Вот так. То, что у нас выходит с левой стороны, мы делаем левой рукой, Мгм. а то, что у нас идет с правой стороны, работаем правой рукой. Почему мы это делаем? Потому что если мы что-то начнем делать справа на левой рукой, то у Мгм. нас будет
работа закручиваться. Мгм. Значит, мы теперь держим центровые и как по лифту поднимаемся наверх. Вот так. Мгм. Мгм. Затянули. Мы сделали четверочку сначала в одну В эту сторону, влево. Сейчас мы делаем вправо. Вправо. Вправо сделали Есть четверочку. четверочка. Вот она. Такая в зеркальном отражении. Да, уже в зеркальном отражении, да. Мгм. Подводим вторую ниточку справа и вытаскиваем. В четверочку. Мгм. И У нас опять. как бы получается, вот, смотри, какой узор, да? Эта вот ниточка пошла в эту сторону, а эта ниточка пошла в эту сторону. Мгм. Опять держим центровые и поднимаемся наверх. Вообще, я когда обучаю девочек, Мгм. я привожу ассоциации. Вот, Мгм. допустим, вот этот вот называется квадратный узел, он похож на рыбку, да? Похож на рыбку. Чтобы они видели, что у нас вот рыбка в эту сторону смотрит. Ты знаешь, это, наверное, Пока история непонятно, да? про творческого человека. Творческий человек увидит там рыбку, а человек далекий это то, где Хорошо. рыбка, какая рыбка. Хорошо. Да. И вот так мы должны сделать 8 квадратных узлов. Мгм. Попробуй сама. Здесь у вас уже 2 было, да, считается? Так, Это мы держим. один Мы держим. квадратный узел. Так, мы состоит- сначала делаем четверочку. Ага. сюда. Так, Сначала влево четверочка. Можно даже слишком низко не опускаться, а где-то повыше, вот так. Мгм. чтобы потом легче было подниматься. Так, вторая ниточка идет поверх четверочки, но И потом, Вот подожди, сюда, не да? торопись, Ой, но потом она идет назад, куда вот назад? сюда. А, вот сюда назад и Мгм. проходит через четверочку. Да, и левой рукой вытаскиваем. Левой рукой. Да. Господи, все уже, руки потерялись, все потерялось. Так, Кстати, вот такая техника, она очень полезна для работы мозга. я заметила, Ты да. потому что постоянно думаешь, какой правый, сейчас куда идти, направо, налево, Мгм. правая рука, левая рука. То есть это мелкая моторика, Да. и плюс еще развивает разные, так сказать, навыки. Полушария мозга, точно здесь все работают. Так, Да, и правая, и левая. теперь вот эту ниточку куда А вниз? вот эта ниточка, сначала она идет поверх Мгм. четверки, да? Мгм. Затем ты ее огибаешь Мгм. вот так под центровые Мгм. и вытаскиваешь правой рукой. И сейчас поднимаемся наверх. Ну, как? При этом придерживаем центровые нитки, Да. потому что это у нас идет как основание. Вот мы видим, квадратики пошли, да, Да, уже да, да. один квадратик. А вот если говорить, это у нас как называется узел? Квадратный Так узел. и знаю, так и Мгм. называется, да? Так и Это основа называется. основ. Это основа основ, да. А Давай. можно сразу увидеть, что ты Продолжим? правильно делаешь? Мгм. Визуально, да? Это Да. потом уже глаз привыкает. То есть Да. сразу хоп, и видишь, что-то не то сделала, да? Вот, допустим, ты плетешь, в какой-то Мгм. момент ты понимаешь, что ты забыла, в какой сторону сейчас сделать четверку. Можно смотреть по перемычкам. Мгм. Вот, если здесь, видишь, есть перемычка, а здесь нет, Значит, значит, мы делаем в эту сторону со стороны перемычки. То есть сейчас влево делаем. ну, то есть макраме это такая вещь, когда ты не можешь сидеть параллельно, смотреть телевизор и плести, или можешь? Ну, с опытом, конечно, можешь. Это вначале будет тебе тяжело, Мгм. но потом уже можно совмещать приятное с полезным. Мгм. Почему нет? Но если бы я этим занималась, я бы, наверное, вот просто сидела, абстрагировалась от всего, что происходит вокруг, звуки, люди, неважно, кто есть. Главное вот здесь вовремя налево, направо и поддеть. То есть квадратный узел, он не сложный. Главное это запомнить четверочку, и вторая ниточка, она снизу огибает и входит в эту четверочку. Ты Вот знаешь, если вот когда ты сказала, что ты не будешь ни на что обращать внимание, в этом и преимущество творчества. Мгм. Когда ты чем-то занимаешься, ты не думаешь ни о чем, ни о каких проблемах, ни о каких заботах. Ты полностью вовлечена в творчество. Мгм. Такой, знаешь, процесс. Арт-терапия. Арт-терапия, Мгм. правильно. Или трудотерапия еще, Мгм. как в Советском Союзе говорили. То есть можно взять и абстрагироваться от всех Да, своих да. каких-то земных проблем, эмоций, Мгм. просто сидишь и созидаешь. Да, совершенно верно. При этом женщина, которая занимается творчеством, она наполняется внутренней женской энергией, и она более гармонична Мгм. в своей жизни. Ну, то есть вот дома, допустим, да, шум, гам, дети, уроки, посуда, ужин,
А ты ушла в комнату, достала Нет, макраме, да? И все. Или все-таки... Нет, подожди. Вот это уже после всего этого. То есть сначала выполни все дела, а потом сиди и релаксируй. Потому что, чтобы тебя никто не дергал, Да. ты спокойненько сидишь. А то постоянно, когда ты что-то делаешь, тебя отвлекает, ты уходишь, потом приходишь, и это очень тяжело. Ну и я люблю сесть и посвятить время. Спокойно, да? Да. Вот смотри, 8 мы уже сделали, нам нужно теперь это отложить. Это у нас первая цепочка, назовем ее так. И смотри, у нас еще осталось там несколько ниточек. Вот на вторую цепочку, на третью цепочку и на четвертую. Нам нужно будет сплести еще 3 таких цепочки. Да. Это кропотливая работа, сразу скажем, да? Так, и вот смотри, самое главное, чтобы они были рядышком. Рядышком, да. И они, получается, будут север, юг, запад, восток. Вот так, смотреть на 4 стороны. Давай, я буду плести одну сторону, ты вторую. Начинаем с четверочки слева. Так. Потом эту веревочку мы сначала ведем вниз, и потом, вот я все время Вот смотри, огибаем вот где? Сначала вот четверочку сверху сделали. Так, сейчас подожди, он с Еще другой раз стороны показываю, возьмет. Так, четверочку сверху сделали. Вот так. Эту положили обязательно поверх. Поверх положили. Загибаем ее вниз И под сюда центровые выводим. и выводим. Ну, то есть у нас получается вот так вот. Вот. И теперь все это дело поднимаем. Вот. Если бы мы сделали каждый раз, допустим, рыбку в одну сторону, потом рыбку в другую, так тоже можно, да? Но я сейчас не буду показывать, потому что ты запутаешься. Нет, не надо, не надо. То это уже будет совсем другой узор. Если делать четверочку только в одну сторону, то у нас цепочка, она начнет заворачиваться вот так. Обрати внимание, здесь у нас прямая цепочка, а на вот этом кашпо она витая. В чем секрет? Секрет в том, что мы сделали четверочку только в одну сторону. И она автоматически начинает закручиваться. Даже ее специально не надо закручивать. Просто в одну сторону. Четверочка, влево, 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 влево. И получается вот такой узор. Понятно. Да. Но мы с тобой сейчас делаем более простой вариант. Делаем в одну сторону. Ну, это действительно тут координация должна. Да, еще один момент очень важный, да, который я забыла сказать. Так как у нас веревочка, шпагат состоит из множества маленьких веревочек, они периодически могут вылезать. Поэтому ты перед работой их вот так вот подкручиваешь, чтобы они вставали на свое место. Кто-то еще берет пульверизатором, брызгает водой, да? Вот смачивает. Да, смачивает. Ну, если у тебя как бы с опытом, то уже этого делать не надо. Вот так вот. Потихонечку, помаленечку мы плетем. И обрати внимание, рукам тактильно приятно, потому что она мягенькая. Если бы мы сейчас плели из скрученной веревки, то она была бы такая жестковатая. Да. И особенно это чувствуешь тогда, когда затягиваешь. То есть такой веревочкой мозоли себе Нет. навряд ли натрешь. Ну и, соответственно, когда ты какую-то масштабную работу плетешь, то нитка же, она длинная у тебя, не такая короткая, как у нас сейчас. Это считается короткой. Это короткая считается, да? То есть такой лайфхак. Допустим, ты берешь ниточку, самый конец, наматываешь ее, вот так вот, наматываешь, берешь какую-то резиночку для денег, можно вот взять, обматываешь, и у тебя получается такой клубочек. И ты этими клубочками плетешь. Чтобы веревочка не была слишком длинной, да. и у тебя как бы меньше телодвижений. То есть ты раз сплела. Не надо сильно тянуть, там, вытягивать. И потом, когда она, допустим, заканчивается, ты просто тянешь ее вот так наверх, не распуская резиночку, и она у тебя удлиняется.